ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья, поздравляю всех месяцем Рамадан. Дай Аллах довести этот Рамазан до конца достойно, как истинные верующие мусульмане. Мне и вам амин, амин, альхамдулиллахи раббил аламин. Сегодня наша вааза, дорогие братья, что Аллах от нас хочет в месяц Рамадан. Почему Аллаху Та'ала Всевышний нам обязал хадж, намаз, ураза? Понимаете, дорогие братья, человек такой вещь, такой не понимает он с одного урока. Поэтому Аллаху Та'ала нас воспитывает с разных сторон. В намазе, в уразе, и в хаджи, в наших имуществах. Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхалладзина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алалладзина мин кабликум лааллакум таттакун». О те верующие люди, Аллах вам предписал ураза, пост, как это было предписано общинам до нас. И в конце Аллах говорит, для чего Он это предписал? «Лааллакум таттакун». Может, вы хоть так, да, вот, таттакун, будете бояться Аллаха. Субханаллах. Люди вот боятся Аллаха, не понимают, что такое бояться Аллаха. Аллаха надо в первую очередь любить, уважать, ценить, благодарить, чтобы мы боялись Аллаха. Аллах нас любит Он. Нас Аллах наказывать не хочет. Лааллакум таттакун, чтобы вы боялись терять отношения с Аллахом. Если вы потеряете Аллаха, то вы потеряете себя и все вокруг себя. Жен и детей, и всех теряете, чего вы любили в этом дуньяле. А кто любит Аллаха, он своих детей, родителей, кого он любил в этом мире, он их найдет и увидит, и будет с ними в барзахе, в могилах, и в судный день, и в раю. Поэтому надо бояться Аллаха, терять вот этой отношения с Аллахом. Надо бояться наказания Аллаха, если ты ослушаешься. Как наказание Аллаха боишься? То есть то, что Он повелел, делаешь, подчиняешься. Допустим, в намазе тот же Аллах, который нам обязал ураза, тот же самый Аллах. Нам говорит, в намазе нельзя кушать, нельзя разговаривать, нельзя движения лишние. Хоть кто бы ни пришел, алло, не звонил или что-то не говорил, мы стоим. Потому что мы знаем правила намаза, нельзя общаться с другими людьми, помимо Аллаха. То есть, чем ты и все, что в мире, для мусульмана в этот момент и в жизни должно быть, как в этом моменте, Аллах важнее всего. Когда мы говорим Аллаху Акбар, Аллах велик, то же самое в ураза. Аллах в Коране говорит, в конце, когда Он это аяты не спаслал, 3 вещи Он не вспомнил для нас. 3 вещи вспоминает нам. «Валитукмилул идда». Аллах вам обязал, что у вас полноценная богобоязнь, что получилось, вы должны завершить эти дни, 29 дней, 30 дней, которые Аллах вам обязал. Любой врач вам говорит то же самое. Чтобы получить здоровье и лечение, вы должны курс лечения пройти. То есть, не соблюдая то, что нам Аллах обязал, у нас не получится покорность к Аллаху и познать Аллаха. Истинно, как мусульмане, сахабы познали Аллаха. Не получится, потому что мы не соблюдаем все условия, которые Аллах нам предписал в ураза, в намазе и остальных. И в конце говорит, «Валитукаббируллах». И в конце месяца Аллах второе говорит, что вы возвеличили Аллаха, что Аллах, что вы знали, важнее всего, чем все, что есть. Аляма хадакум, что Аллах вас наставил на правильный путь. Аллаху Акбар.
Ты всегда, чтобы знал, тот же Аллах, который ты не кушал, даже халал, который дозволен, тот Аллах, который слушался, он тот же Аллах после Рамазана тоже. Аллах тебе напоминает конец Рамазана, чтобы ты возвеличил Аллаха всегда. Вот этот урок у тебя остался. Что Аллах тебя наставил на такой правильный путь. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. И Аллах говорит, что вы поблагодарили Аллаха. Поблагодарили Аллаха. Не как некоторые, наконец-то месяц Рамазан завершился. Нет, благодарите Аллаха, говорит. Это большой ни'мат, который вам Аллах даровал. Дорогие братья, смотрите, мы же верующие люди. Когда в намазе, когда мы ураза держим, не кушаем. Для чего? Почему не кушаем? Знаем, Аллах это запретил. Чего мы не хотим терять? Ураза не хотим нарушить. Испортить свой ураза, который целый день держали. Это обращение верующим людям. Кто не верит в Аллаха, им же Аллах это не говорит. Раз ты боишься потерять свой ураза, а потерять себя ты сильнее должен бояться. Попасть в ад еще сильнее должен бояться. А почему не боимся? Почему мы забываем? Истахваза алейхиму шайтан. Шайтан над нами владеет. Вот тогда мы не можем подчиняться Аллаху. Чтобы шайтан над нами не завладел, мы должны больше вспоминать Аллаха. Алла бизикриллахи татмаиннуль кулуб. Разве вспоминанием Аллаха, не разве вспоминанием Аллаха сердца боятся Аллаха, познают Аллаха, говорит. Значит, Аллах, ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Аллах нам не обязал то, что мы не можем. Оказывается, мы можем ради Аллаха оставлять. Даже дозволенные можем оставлять. Даже, значит, можем держать в своих руках. А после Рамазана что с нами становится? Тот же Аллах. Это нам напоминает история, когда наш пророк, любимый, алейхиссалату вассалам, покинул этот мир. Сахаби не могли верить, что потеряли пророка. Умар Асхаба, радийаллаху ан, на колени упал. Он не мог ходить на земле. Настолько сильно любил он пророка. Также другие сподвижники просили: о Аллах, если в самом деле пророк умер, я не хочу жить, умертви меня тоже. Вот так просили Аллаха. Они не знали вкус, ма'на, смысл жизни без пророка, алейхиссалату вассалам. Аллаху Та'ала так решил, все пророки, алейхиссалату вассалам, покинули этот мир. Иначе любовь к пророкам, видите, даже сахаби не представляли жизнь, настолько могут чрезмерно полюбить современным. Раз они вот за такое короткое время полюбили пророка, если пророк жил бы до нашего времени, люди его, хоть он кричал бы, что бы он ни говорил, я просто пророк, люди: нет, ты нас Бог. Вот так люди к этому пришли бы. Аллах так решил, что пророки все тоже иной жизнь переходят. И Абу Бакр, радийаллаху анху, говорит, им напомнил сахаба: ман кана я'будуллах, кто поклоняется Аллаху, то Аллах жив, говорит. Хайюн ла ямут, он никогда не умирает. Ва ман кана я'буду Мухаммадан, а кто поклоняется Мухаммаду, пророку, фа инна Мухаммадан кад мат, Мухаммад, он умер, сказал. Тогда и читал аят: «Ама Мухаммадун илля расулун кад халат мин каблихи русуль». Кроме Мухаммад, кроме лишь как посланник Аллаха, которые были до него, если он умрет или его убьют, а кто обратно вернется к своему нафсу или идолопоклонению и плохому дорогу, пускай он себе упрекает, говорит Аллах. Он Аллаху ничем не вредит. То же самое мы должны сейчас сравнить месяц Рамазан. Пока месяц Рамазан не завершился, мы должны сейчас же готовиться, продолжать в таком духе, в других делах после Рамазана тоже. Кто поклоняется только Рамазану, он считает, Рамазан только так надо, и после Рамазана уже можно расслабиться. Он тот же самый человек, который Аллах дал угрозу, он что Аллаху не вредит, он себе лишь плохо сделает. То, что он в Рамазане, каким бы он богобоязнен не был, чистым не был, после Рамазана он стал опять тот же самый человек. Смысл от этого Рамазана
не осталось. Потому что в хадисе сказано: «Иннамал а'малу бил хаватим». Поистине Аллах смотрит конец твоей жизни, как ты завершил. Аллаха познать, кто такой Аллах, что есть Создатель над этими небесами, землей, все знают. Почти 80% жителей людей знают это, что есть управляющий над этим всем. Но они, однако, не верят, что истинный Аллах всемогущий, как надо верить и как надо бояться. Иблис проклят. Он тоже знал, что Аллах все видит, но он не понял, что Аллах сильно может наказать. Когда мы не знаем, вот, например, есть какой-то приказ написано, и нету имя, от кого этот приказ, а люди внимания не обращают. Когда какой-то большой хаким написал этот приказ и говорит, кто нарушит, он будет уволен, тогда все боятся. Поэтому многие люди знают, да, вот, ураза нельзя кушать, ураза нельзя пить, но они забывают, кто предписал это ураза. Что Аллах же, тот же Аллах, который предписал месяц Рамадан, он же эти вещи запретил после Рамазана. Вот они забывают об Аллахе, кто это приказывает. Они смотрят на месяц Рамадан, они смотрят в намазе, вот алими сказали нельзя. Вот это мы должны всегда перед глазами вставлять. Такой хадис вам расскажу последний, дорогие братья. أخرجه البيهقي ابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله عنه. Дауд, пророк, алейхиссалату вассалам, обращаясь к Аллаху, говорит: «Я Раб, о Аллах, айю ибадик ахаббу илейк». Какие рабы из твоих рабов наиболее любимые для тебя? Вот так Аллах спрашивает. Кого Аллах больше любит? Факаля, Аллах Всевышний сказал: «Я Дауд, о Дауд, ахаббу ибади илайя такийюл кальб». Наилюбимые рабы мои для меня, у кого сердце чистое. То есть чистый от чего? От поклонения, кроме помимо Аллаха, к чему-то. Упования помимо Аллаха к чему-то. Не боится помимо Аллаха. И не завидует других. Не мучает других людей. Накиюл ядайн, руки, которые чистые, не мучает других людей. Не ворует. Халал употребляет, харам не трогает. Третий: ла ямши иля ахадин бису, никому, который не вредит, не ходит кому-то, чтобы вредить. Три описания Аллах сказал, кого Аллах больше любит. Это в первую очередь, после того, как мусульманин начинает соблюдать намазы, ураза, что нам дает понять это все? Все, что мы делаем, ураза, намаз, если нас не останавливает от этого всего, в грязи сердца, руками мучаем людей, сердцем такие недовольные всегда, пользы нету. Аллах смотрит на сердце. Итак, и Аллах повелел ему и говорит, есть люди, которые говорят: вы же сказали, вот чистое сердце, чистые руки, вот я никому не вредил, никому плохое сердце не держу, вот Аллах меня любит. Есть продолжение этого хадиса. Аллах говорит: ахаббани. Есть условие тоже, что он полюбил Аллаха. Ва ахабба ман ахаббани. И полюбил тех людей, которых полюбили Аллаха. То есть он полюбил и пророков, и праведников, которые призывают к исламу. То есть не хватает быть таким нормальным человеком, если ты не любишь Аллаха, и пророка, и праведников, которые призывают к Аллаху. Если ты любишь Аллаха, ты любишь все, что связано с Аллахом. Мечеть, Коран. Ты никогда не будешь бросать Коран. Будешь чистым держать мечеть, чистым сердцем относиться мусульманином, потому что они связаны к Аллаху. «Вахаббибни иля ибади». Аллах говорит потом, обращаясь ему, Дауду: «О Дауд, сделай так, чтобы мои рабы меня полюбили». Каждый имам и каждый мусульманин, прежде чем
пугать кого-то, он должен сначала стараться, чтобы он полюбил Аллаха, чтобы он потасковал в раю, довольство Аллаха. Аллах повелел этому. Он сказал Дауд, алейхиссалам, никто же не видел Аллаха. Как может любить человек то, что он не видел? Ну, Аллах дал разум. Аллах говорит, когда он спросил заставить тебя любить, Аллах сказал, Я Раб. Он сказал, о Аллах, иннака та'ламу, о Аллах, ты знаешь, что я тебя люблю. Дауд обращается к Аллаху, я люблю лично тебя. Ва ухиббу ман юхиббук, и я люблю тех людей, которые тебя любят. Вот третья проблема для Дауда, алейхиссалам. Факайфа ухаббибука иля халкик. Но остальным людям, у них же связь с Аллахом нету, как у Дауда. Их как заставить, чтобы они тоже полюбили Аллаха? Что мы должны делать? Вот что мы должны. Сам Аллах учил нас и говорит, «Закирхум би'алаи, ва на'маи, ва балаи». Напомни им моих знамений, что Аллах тебе дал разум, руки двигаются, глаза видят, слышишь, говоришь. Это же большой ни'мат. Ты когда был в утробе матери, так Аллах сделал, откуда ты появился, чтобы они полюбили. Ты должен кого-то, чтобы ты полюбил, ты от него должен увидеть что-то. Он для тебя что-то делал. Просто так не полюбишь человека. Вот напомни им мои дары. «Вазакирхум бибалаи», и напомни им, какие мои балахи есть. Чтобы они боялись тоже. Чтобы познать Аллаха, 3 вещи нужно. Вот. Второе, чтобы они и боялись Аллаха. И третье, и покажи им мои ни'маты, которые я им дарую в дунья, в ахирате, что им приготовлено в раю. Вот это всегда верующий человек, он должен перед своими глазами не забывать, как нам хадиса пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, вы вспомните о смерти побольше. Когда человек вспоминает о смерти, он понимает, что жизнь только начинается после смерти, и все хорошее его там ожидает, где нет беды, где нет страха, где нет болезни. Но однако вот эта дунья, есть люди, которые говорят, дунья ничтожна. Я говорю, дунья ничтожна, когда ты не в пути ислама. Дунья для нас, Аллахи, большой подарок. За малый короткий срок мы можем заработать рай, довольство Аллаха, который без конца. Дунья ничтожна для тех, которые не познали Аллаха. Не дай из наших потомков были те люди, которые не познают Аллаха. Пусть Аллах одарит нас разумом и сердцем, который любит Аллаха и Ислама. Амин, амин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب